Поселок Койдин расположен на левом берегу реки Сысолы, напротив села Койгородок. Возник в 30-е годы прошлого века как поселок лесозаготовителей. В разные годы назывался Койгородок-база, мехбаза. В 1975 году в состав поселка были включены поселки Нарсыдин и Разъезд. С 22 апреля 1979 года поселок называется Койдин. Мост связывает поселок с райцентром. В Койдине располагается офис Игоревского лесокомбината и некоторые его структурные подразделения. Здесь же располагается Койгородское лесничество, до недавнего времени Койгородский лесхоз. По состоянию на 1 января 2020 года, в поселке проживало 1234 человека. Вспоминает Александр Николаев, родившийся в 1955 году в селе Койгородок и проживший до 1972 года в мехбазе. Хочу дать некоторые пояснения по истории поселка. Они несколько субъективны и основаны на моем юношеском восприятии, но все же, мне казалось, что основное развитие и расцвет он получил в послевоенные годы, когда сюда были сосланы люди, потерявшие доверие существующей тогда власти, это бывшие военнопленные, приволжские немцы и подозреваемые в связях с предателями Родины. У меня в памяти сохранились массовые гулянья и обычные субботние танцульки, собирающие сотни людей. Стадион, который посещали семьями, по слухам, он был лучший в Коме. Все это благодаря ссыльным, в основе которых было много москвичей и ленинградцев. Они купились на городок в названии Койгородок, когда им предлагали выбор по распределению для отбытия наказания. Хоть какой-то город. Как же они ошибались. Наши предки не были ленивыми и смогли организовать для себя хоть какой-то досуг. С началом реабилитации в конце 50-х годов прошлого века и отъездом части населения на историческую родину, мне кажется, начался упадок нашего поселка. Пишет Валентина Трусова, девичья фамилия Шульц. Привет моему таежному селу мехбазе Койдину из далекого и солнечного Казахстана. Я жила в этом поселке с 4 лет. Окончила школу в 1967 году. В памяти еще хранятся обрывки того села, что было раньше. Жизнь кипела, росли дети, взрослые работали, и у всех были свои дела. Дружили, ссорились. Влюблялись. Какая красивая была школа наша на разъезде. Сколько деревьев мы там сажали, сколько раз в лес за ягодами и грибами ходили. Какая природа там, чудо как хороша. Жаль, что все переменилось, и не все в лучшую сторону. Захерел леспромхоз, школы больше нет. Перевели в Койгородок. Состарились дома. Но есть еще люди, мои одноклассники, которые помнят меня.
И я их помню и уважаю. Всегда люблю свое село, помню его, хочу, чтобы оно вновь цвело живыми делами. Привет всем! Будьте все в добром здравии! Уважаемые жители Койдена, пишите комментарии, делитесь своими историями и воспоминаниями с теми, кто живет сейчас вдали от родных мест. Буду очень рад новым подписчикам и желающим ближе познакомиться с деревеньками, селами и поселками, а также природой Республики Коми на моем канале. И конечно же приветствую всех, кто находится теперь вдали от родных мест, но благодаря роликам на канале, может взглянуть на свои родные места, а может и на свой родной дом.